данной ситуации получается, что сейчас не придешь, кредит не возьмешь, и только получишь какую-то письменную или какую-то поддержку, ну, в зоне реализации министерства, я правильно понимаю? Вот здесь немножко поясните, пожалуйста. Я с удовольствием прорекламирую сейчас северную мозаику, потому что этот проект, может быть, и был какое-то время неперспективным, да, ну, мы сами видим, да, что это фактически так, но на сегодняшний день там есть вся инфраструктура, и мы, как Министерство предпринимательства, готовы и призываем приходить к нам в отдел туризма, можно лично ко мне на прием со своими идеями, предложениями, проектами, которые мы, если они имеют действительно перспективу, да, потому что не все проекты, проекты могут нравиться тем, кто их разработал, да, но наше, допустим, маркетинговое исследование перспектив развития может показать, что на самом деле его нужно будет доработать или вообще в корне поменять. Такое уже было, потому что из тех объектов, которые ко мне поступали, да, один проект, он абсолютно не подходил под мозаику. И, может быть, раньше, конечно, на него бы и дали деньги, но сейчас мы более тщательно подходим к тому, на что мы можем выдать те же самые льготные кредиты. То есть на развитие туризма конкретно деньги действительно не выделены. Но мы же не умаляем наши институты развития поддержки предпринимательства, которые у нас в сегодняшний день есть. Вы можете получить бизнес-образование в институтах поддержки Министерства предпринимательства. Вы можете получить услуги по бизнес-планированию. Вам могут на сегодняшний день предоставить льготный кредит. Есть достаточно много мер поддержки, скоро мы их соберем все в одном месте, да, то есть будет центр оказания услуг, где будут представлены вообще все институты, и не придется там ездить по разным точкам, там, да, где-то получать услуги по кредитованию, где-то заказывать бизнес-планы, там придется часто как бы приходить его, корректировать, а мы хотим собрать все это в одном месте, чтобы предпринимателю было удобно. И здесь хотелось бы узнать, что приветствуется в мозаике, вот какие виды, так скажем, скорее всего, это услуги все-таки бизнеса, какие бы лучше бы вы видели, чтобы люди пришли, может быть, деньги свои вложили там и так далее. Вот направление, чтобы они пришли. Очень хорошо воспринимается туристами этнонаправление, то есть это и кухня, это, может быть, какие-то колоритные домики, где мы могли бы показать свой быт нашему туристу, да? Это, ну, даже элементарно на сегодняшний день действительно негде отдохнуть туристу. Допустим, он приехал в веревочный парк, там, да, посмотрел, там, да, походил, погулял по нашей природе, да, и, собственно говоря, все, что он может получить сейчас в северном мозаике. Мы хотим, чтобы он получил возможность отдыха, он мог получить возможность ознакомиться с нашей культурой, он мог попробовать нашу национальную кухню, может быть, послушать непосредственно нашу музыку, да, там, посмотреть там на наши какие-то обычаи, поиграть в наши игры. У нас очень интересные игры якутские, национальные, они вот на Днях Дальнего Востока пользовались большой популярностью. Мы готовы проводить там различные событийные мероприятия, то есть если, допустим, будут у наших предпринимателей какие-то идеи в этом направлении, мы тоже готовы поддержать. И вот в этом плане может какое-то обращение, может, к табагинцам? Потому что они действительно придут и будут это делать. Там же рыбалка шикарная. С большим уважением отношусь к тем коллегам, которые там пытались сделать какой-то бизнес, да, потому что, скорее всего, они разбились об стену недопонимания. Делать вообще бизнес в туристической отрасли долгое время было тяжело, потому что на самом деле какой-то и правовой базы там особо не было, да. Сейчас ситуация тоже и в этой части активно меняется, поэтому я призываю и жителей Табаги, и тем, кто в принципе хочет там делать бизнес, даже не обязательно человек должен там жить, да, к тому, чтобы они снова подняли все свои проекты, идеи, которые задвинули в долгий ящик, приходили в Министерство предпринимательства, мы готовы с ними работать, готовы помогать.